Салам алейкум всем зрителям и слушателям. Говорим на русский, по-русски, чтобы было понятно всем. Я заранее предупреждаю, что я не русский и не учитель русского языка. У меня грамотности или там речи, много акцентов и много ошибок. Все-таки стараюсь говорить, чтобы понимали. Всем друди салом. Прямо Варшава, Польша. Следим отсюда. Не только следим, и всегда говорим, что мы готовы и ехать и помочь. Господин Зеленский вот правильно сказал. Еще мы не на ура, а мы просто пока защищаем свою родину, свою территорию. А будет на ура, и 48 часов парад проходит прямо в Москве. Ядер не помогает ему, ничего не помогает. Это реально. Потому что мир не дурак, чтобы у кого-то есть ядер, а кто-то просто так сидел. Каждый ядер летают несколько часов от пункта А до пункта Б. Понимаете? Ни минут, ни секунд, часов, часами летают от пункта А до пункта Б, который он хочет ударить. И можно уничтожать его прямо на воздух. Прямо на воздух уничтожают. Без вопросов. Вот. Так что этим не пугать никого. Это ядро. 24 часа люди тоже следят. Это просто такое слово порожняк, который есть ядер, есть такое, есть. Да, можешь ударить Украину. Максимум. Это тоже там несколько минут оно будет летать. Больше полчаса будет твой ядер летать. Даже час, наверное, до Украины будет летать. А до Америки или до Европы уже считай, что 5-6 часов летает твой ядер. Минимум 3 часа. Это просто Афанди, который мечтал что-то, да? Вот это слово, что ядером ударю. У меня есть ядер. Я что хотел сказать. Русский военный солдат. Или Владимир Владимирович Путин. Действительно, я вот слежу за событиями, да, а потом одновременно вот ищу тоже. Одновременно я ищу. Почему, зачем, за что, знаете, и много вопросов. И на это вопросы я хочу себе найти ответ. Хочу найти ответ. Я одну понял, что военные люди, он не может быть президентом. Вот это вот самая грубейшая ошибка, где будет люди военными оптом, военным понятием, КГБ, без разницы. Смотри. Где была война, где будет война, где идет война, где натворили войну, вот, воевали, напали или кто-то напал. Там все президенты бывшие военные. Вот это и доказывает сам господин Гитлер.
он тоже был военным человеком. У военных психически какой-то недостатка бывает где-то, понимаете? Я в этом не хочу обидеть остальным генералам или этим, да? Это реально люди с военным опытом, работавшие в военной сфере, оказывается, нельзя быть им президентом. Нельзя быть им большой пост давать, чтобы на управление. Когда их рука попадает вот такой шанс, вот они думают как военные, а не как человек. Понимаете? Вот надо быть так, значит надо быть так. Понимаете? Он не думает, подожди, здесь есть сфера, здесь есть такой, а это простой человек. Это не надо ему такой, да? Вот эти люди, вот военные люди, оказывается, нельзя стать президентом. Их абсолютно вот нельзя на командующее место их поставить. Сколько арабских стран было, все они генерали, воевавшие военные люди, которые потом приходили на власть. Что кончился? Войной, войной и войной. Гитлер кто был? Человек, воевавший с травмой, да? Психический, или там готовность полностью у него, вот внутренность, военный человек был. Ход был звание ефрейтор, но он был военный. Когда ему в руку попал такой шанс, он обязательно вот так и сделал. Путлер кто? Путлер человек военный, КГБ, например, да? Психически готовлен в другой сфере, а не в сфере управления, власти. Понимаете? Вот. Попал в руку власти. Вот что творит сейчас. Ему без разницы. Почему? Потому что он думает как вот военный. Он думает, вот приказ, все, без разницы, там дети, старик, убить, без разницы, надо убить. Он вот так думает. Ему без разницы. Поэтому я понял, вот сейчас смотрю, люди военные, служившие, военный, командующий был где-то там, да? Ну, то есть не только военный, вот 2 года служил и потом все, конец. Не такой. Люди служил в военной сфере, например, несколько лет там на какой-то военной сфере. Ему нельзя стать президентом, абсолютно, оказывается. Я вот так и понял, это мое мнение. Я не хочу вот обидеть других военных, да, чтобы они сказали, нифига себе, чего мы хотим тоже. Смотрите, вот в Пакистане несколько раз бывает, пакистанцы знают об этом, четко знают. Несколько раз бывает военный переворот. Ну, военные в власть не придут. Они временно держат, проходит выбор, люди выбирают свою, кого хочет, и все, короче. Военные делают переворот, но они не приходят на власть. Они временно держат, пока власть найдут своего правителя. Понимаете? Народ правитель. Или другие места. Европа. Смотрите, почему процветает Европа. Ни одного европейского президента не бывший военный. Нет такого, чтобы был бывший военный. Или КГБ служил, или военный служил. Был один раз, это господин Гитлер был. Один раз был такой человек. И потом был на Чехия, на Франция, тогда тоже были такие военные люди. Вот они воевали, они реально воевали. Все время были готовы воевать, за территорию придирались, воевали, там друг с другом воевали. Ну, до Второй мировой войны, который господин Гитлер всех насиловал подряд. Отсюда я понял, что военный человеку вообще-то в пост управления пускать нельзя. Абсолютно нельзя. Хоть бы кто, без разницы.
хоть мой отец, хоть кто, человек, служивший в военной, он впитавший в мозг военную систему, его нельзя пускать в главный пост. Потому что конца он вот так натворит. Потому что военный думает, все решается боем. Вот. Они не думают, что все решаются, может, переговором, может, обменом что-то, может, вот просто по-человечески можно решать. Понимаете? В военных жалость не бывает. У военных людей жалость не бывает. Вот. Для них ничего не жалко. Ничего не жалко. Поэтому военных людей нельзя командующие вот это вот страну или где-то там ставить, это катастрофа будет. Все диктаторы потом будут военные. Почему? Потому что в военных есть такое, что ты должен приказ подчиняться. Все. Нет слова военных, вопросы задавать. Почему? Приказ не обсуждаются. Они вот так воспитаны, люди военные. Приказ не обсуждается, все. Они думают, вот все, я говорю, значит, надо делать. Не надо обсуждать. Приказ на обсуждение не подлежит. Все. Бой, бить, убить. Не надо обсуждать. Вопрос не задавать нельзя тебе. Хотя бы сказать, почему? За что? Понимаете? Поэтому вот я понял. Я себе изучал просто. Я всех посмотрел, где была война, кто был президент, кем он был, где служил, где воевал, какой человек был, человек военным опытом, военный, приходил на власть, он срал на эту власть потом. Если просто взять, вот, актер даже, он больше понимает, чем это военный. Почему? Следите все разговоры Зеленского. Он четко понимает, надо обсуждать, разговаривать. Берите свой труп. Да, они пришли к нам воевать, но они сейчас не воюют, они уже умершие. В нашей традиции, наших, скажем, вот это вот человечности, нельзя с трупом вот так обращаться, как мусор, как даже мы кошка или собака умирают, мы с трупом собакам так не обращаемся. Мы хотим все упаковать и отправить вам. Возьмите, отправьте свою машину, не будет бить никого. Вам грузит труп и забирайте ваш труп. Даже вот от свой счет этот труп предоставляет до границы Беларуси и отдает им. Давайте, возьмите. Возьмите, пожалуйста, ваш труп. Это ваши дети. Пусть мама увидит последний свой ребенок. Вот пусть мама оплакает один раз на ребенка. Пусть похоронит по-человечески, а не как по собачески. Он понимает это, Зеленский. А Путину это похрен. Понимаешь? Сжечь, оставьте там на поле и где-то там похрен, короче. Поэтому у военного человека не бывает душа. Понимаешь? Вот служивший вот такой сфера, у них не бывает душа, они убивают первую душу свою в человечестве, а потом идут и служат. Поэтому я советую всем миру, да, военным опытом человеку никогда не пускайте на власть. Конца будет проблема. Все диктатура тоже оттуда. Почему? Потому что приказ не обсуждается. Приказ есть приказ. Вот так они страну срали. Вот. Путин тоже человек военный. Может, был бы на его место, например, вот человек, скажем, Борис Немцов, он не был военным. Он просто человек, обычный человек был. Он хотел поднимать страну, дружиться со всеми. Военные люди никому не доверяют, это поймите.
Я вам это говорю. Человек военный никому не доверяют. Их так обучают. Никому не доверяют. Никому не доверяют военные люди. Вот Путин никому не доверяет. Гитлер никому не доверял. Понимаете? Или остальные военные, которые есть, никому они не доверяют. Не доверяют никому. Их так обучают, не доверяют. Все. Вот так потом они что делают? Они страну срут. Понимаете? Весь народ страдает. Не только вот кто-то особенно, да, отдельно. Народ страдает. Понимаете? Это закон физики уже стало ясно. Человек военный, значит, будет у тебя жесткая проблема. Понимаете? Это не я говорю, это я говорю, но это то, что я понял от того, что я видел. Это я понял, что человек, обученный в сфере военной, нельзя пускать туда, куда надо, не надо. Куда сейчас вот Путин, куда Гитлер, куда все арабские там страны, да, были такие, война были, конца были война. Поэтому еще мнение свое можете писать потом в комментарии, дорогие зрители и дорогие слушатели. А вот иногда я тоже вот сейчас Гитлеру, да, Гитлеру, реально я скажу, вот Гитлер более был человеком, чем Путлер. Понимаете? Он был более человеком. Он более был подготовленный в войне или где-то. Или он сам служил на такое место, голодный был всегда. Он понимал, что солдат должен быть одет культурно, тепло и сыт. Даже в русских фильмах сам Россия снимал тот фильм, я смотрю, часто смотрю, честно, в 41-м, история, это я часто слежу, именно русские снимали это. Я хочу понимать от уст русского вот эта пропаганда, да? Это снимал русский, понимаете? Фильм тоже. Вот заходите, любой в 41-45 году война, вот просто Гитлер, Сталин, Гитлер, война Сталин, Гитлера. В 41-45 году просто пишите, вам выходит фильм. Смотрите, одежда немецкого солдата. Тогда они сами и четко, и прекрасно, они признали, что как живут немецкий, гитлерский солдат, не немецкий, гитлерский солдат, а как живут сталинские солдаты. Сталинские солдаты всегда были голодные, у них не были одежда, у них не были оружия. Гитлерские солдаты, смотрите, они кушали, блядь, дорогие тушенки, виски, вино, коньяк, русский самогон, чефир пили. Понимаете? Вот русский это солдат, сталинский солдат, у них даже хлеб не были кушать. Понимаете? За родину кашу варили, там ничего, никакой вкус, ничего нету. Просто каша варили какой-то, не знаю. И чтобы немножко дал этот, чуть-чуть муку там добавляли, чтобы густенько был, густой. Все раздавали, давайте, солдаты. С кашей воевали. Понимаете? Каша. А немецкие солдаты, звездочки, культурно, шапочки. На ногах такой будто блестит кремом.
часы в руках, дорогие часы. Солдаты были тоже. Они мародерством не занимались. Понимаете? Им запрещено было курица воровать. Им запрещено был хлеб воровать. Им запрещено был магазин воровать. У них было запрещено мародерство. Понимаете? Были уважения у этого солдата. Сейчас я говорю, я честно вот просто разделяю вот это вот путлерский и гитлерский солдат. Да? Вот они оба воюют за своего царя. За идею этого человека. Вот, например. Тоже идет война за идею. Идея Путлера, идея этого человека, да, вот за два ебанутые идея идет война. Ну, уважение, сейчас скажу, и еще раз уважение Гитлеру и гитлерскому солдату. Почему? Потому что они не были голодными. Они не были, как русские солдаты сейчас воруют, путлерский солдат. Как путинские солдаты воруют. Гитлерские солдаты, когда напали на когда они приходили, увидели вот жизнь народа, который народ живет, нет хлеба, нет еда, нет ничего, они трудно живут, у них одежда нету, да? Они сказали, зачем нам этих бедных убить? Зачем нам? Просто мы же могли бы помогать деньгами, и они сами перешли бы к нам. Зачем нам это делать? Сейчас русские солдаты вакают от того, что они увидели оригинальный телевизор, оригинальные телефоны, шоколады вкусные, которые 3 раза дешевле, чем Россия. Жизнь, дом, уют, дорога. Увидели, они звонят своим родителям, говорят, здесь конкретно, оказывается, красиво было. Здесь все оригинали, здесь то, здесь другой. Здесь мы воруем. Они воруют просто, солдаты. Они просто, солдаты, воруют. Все. Почему? Потому что они голодные. Поймите? Есть солдат голодный, есть солдат сытый. Вот поэтому респект Гитлеру, чем вот это Путлер, который вот пустил голодных солдатов, якобы они защищают родину, да? Якобы они спасают сытого человека. Голодный человек пришел спасать сытого человека, который у него все есть, все хорошо, понимаете? Все жизнь отлично, светит у них дом, красиво, асфальт, жизнь, все оригинали, да, живут. А один голодный человек пришел, типа, да, хочет спасать этого человека, говорит, давай я тебе спасаю. Он не понимает, куда идут, куда они сейчас, что они делают. Они приказ Путина, мы вас освободим. Они приехали просто, вау, что это такое? Такой жизнь есть, да? Оказывается. Понимаете? Оказывается, есть такой жизнь, да? Есть, оказывается, такой жизнь. Вы понимаете? А русские просто вот так. Они не знают, воевать или воровать. Вот дай такой один шанс, и они все мародерством занимаются. Ходит мародер, и все, ворует. Золото ворует, кроссовки воровал. Такие спортивки, говорят, здесь из оригинала. Я воровал спортивку, говорю. Солдат не думает, что я живым вернусь домой или не вернусь. Но увидел, голодный человек же ворует.
Ходит по магазину, говорит, у вас продукты есть? Да, мы ходим по магазину, там кушаем, возьмем, что хотим. Поэтому вот, сравня Гитлера и путлерский солдат, да, гитлерский и путлерский, у них вот от земли до неба была разница. Солдаты гитлерские, дорогие тушенками отдали тот момент, в советских силах, которые они были, отдали тушенки, на, кушайте. Понимаете? Кайфовали, люди кушали. Говорили, вау, такой вкусный тушенка, да? Хлеб. Сейчас просто вот просто возьми русский солдат голодный. Я вам скажу. Просто возьми город такой, большой город. Все отрави, вот это все еда отрави, и сам убегай и уступай русским солдатам. Завтра приходи, все мертвые. Все мертвые. Почему? Потому что голодные они зайдут, что найдут, кушают. Все подряд кушают. Вот просто не надо им один пули стрелять, не надо. Вот все магазины, вот шоколады, то, что есть, кушать, что есть. Все там трави ядом. И уступай. Пусть русские возьмут там. И завтра ты сам обратно возьмешь. Все будут мертвы. Вот просто ход, который... Не надо с ними воевать. Воевать с ними не надо. Возьмешь, травишь, все там и нормально, так? Кушать то, что есть. И все, сам убегай. Просто отдай им город. Заходите. У них нет продукта, они хочешь, не хочешь, они кушают это. Ты хочешь, не хочешь, они голодные не будут там сидеть. Они не знают, что там есть внутри. Возьми пачку сигарет, просто фильтр трави, оставь. И они курят, потому что у них нет курить там, поймите. Я вам вот говорю, если просто так уничтожать им, да, за 3 секунды, потому что у них нет еда. Вот смотри, у них что нету. Вот на чего они нуждаются. Это без проблема. Возьми город, все отрави, нормально, готов. Все кушают то, что курит, кушает, все отрави, нормально. И немножко воюй с ним, так и пару стрелят. И потом убегай оттуда. Убегай оттуда, все, ступи. Пусть возьмут русские это город. И завтра ни один живых ты там не найдешь. Потому что все они голодные, все они будут кушать что-то. Все они будут курить, все они будут кушать, все они будут пить. Трави, водку трави, коньяк трави, дорогие коньяки трави, оставь там. Что-то оставь. И вот убегай. Они все будут пить и кушать, и утро не будет их. Завтра приходишь спокойно, город тишина, а все они лежат тихо, и все не встают больше. Так же можно тоже делать. Не только с ними воевать. Сытую собаку, говорит, ядом не можешь травить. А голодную собаку, да, можно травить. Почему? Потому что голодная эта собака. Отдай любое, без разницы, кушает. Если я был бы там командующий какое-то место, да, я бы их не стрелял бы ничем. Да? Ну, зачем стрелять голодный человек? Все вот так ступал бы, травил бы, все, ступал бы. Пусть они возьмут, и покушайте, завтра нету. Все, спокойно обратно возьмешь это место. Без проблем. Есть миллион вариантов голодных людей, можно просто уничтожать. Голодные люди на все идут. Когда человек голодный, он идут на все. Это без проблемы.
Все там копай везде, окопы копай. Вот оставь там водка, тушенка, все. Автомат один оставь. И украинский там флаг, что-то. Они думают, захватили эту территорию. Вот украинцы убежали, солдаты, они откроют, вот тушенка, давай похавать. Откроют, что, водка, давай попить, давай попить. Вот мы захватили эту территорию, там, вот мы их Все, через 3 часа не будет самому этого человека. Это войска не будет. Если солдат нормальный, он не будет кушать просроченный, который там 10 лет, 8 лет тому назад его просрочили, и надо было утилизовать, в мусорку надо было кидать. А этот кушает солдат. Без разницы. Так что вот это показывает, что военные не были готовы в войне, а надо было начать эту войну. Надо было себе показать. Хоть Путин сам человек сфера КГБ, военный, он должен был все четко понимать. Ну, оказывается, он не был таким четким КГБ, который он себе представлял, что он очень умный, очень хитрый, все знает, все понимает. Оказывается, он не был таким человеком. Он поверил тому людям, которые кричит, думали, вот Москва от них боится, русский боится, а остальные тоже будут бояться. Они вот так, они сами свое, то, что сами врали, вот Скобеева, Сагавьев, да, то они врали, и они сами поверили на свои слова еще обратно, понимаешь? Есть такой анекдот, мужик идет, да, и дети мучают, ну, играет, хочет играть там, такой деревне, а мужик просто детям говорит, дети, знаете, там есть сад вот за горами, там яблоко, говорит, такой растет, фрукты много, там вода, есть озеро, говорит, я там видел, ребята купаются, говорит, ну, чтобы его не трогали. А все ребята бегут туда, идут, и мужик сидит. Смотрите, что ребята нету. Никто не говорит, ты врешь. Он говорит, может, я правильно сказал. И он сам тоже идет за детьми. Там. Оказывается, там действительно есть вода, а никакой сада нет. Вот так они Скобеева и Сагавьев, они врали. Они сами, и Путин сам поверил в этим, да, мы сильные. Да, люди боятся, да, мира от нас боятся. Россия не страна-производитель. В данный момент Россия это не страна-производитель. Россия ничего не производит, кроме нефти. Вот поймите, русский народ. Вы ничего не производите. Там 4 шоколадки и там это не дает знак, что вы действительно можете обеспечивать себе или вы производители. Нет, вы не производитель. Вы просто покупаете все от других стран. Путин продает нефть, ну, наверное, 10-15% отдает вам, всем 10% или 15%, а 80% разделяют они между собой. У вас нету, я последний раз был в Самаре, я вам говорю, я был в шоке. Я думал, я какой-то в Афганистане, Кабул попал, или... Нет, Кабул еще чистее и приятнее, чем Самара был. Я думал, где я попал? Что за город здесь? Понимаете? Вот дорога трамвая, вот такой от земля 30 сантиметров, 25 сантиметров выше стоит. Вот так вот пошел, такой яма. Не один, все такие. Знаете, сейчас Жигули, там русская машина не может переехать. Они доску вставляют. В центре города вставляют доски какие-то. И ямочку там пополняют, чтобы мог машина проехать. Это вообще бардак. Все заводы уничтожены.
Все ваш металл вы продали. Ничего не осталось, дорогие русские. Не знаю, вы как будете хвастаться? У вас нет жизни, нету реально. Вот, не знаю, кто-то думает, что там есть жизнь, да? Там нету жизни. Там есть выживание просто. Вот в Европе каждый месяц, да, почти каждый месяц, каждые 2 месяца, скажем, вот здесь, каждый месяц, я могу сказать, любой человек свой вот это вот футболки, там брюки и кроссовки каждый месяц меняют. Ни в чем, что один пар купит, там 2-3 пара купит, месяц носит, и потом бросает, и еще другой купит. Понимаете? Вот лето особенно. А в России за 3 года не может поменять один раз свой вот это весь вещь. Есть разница, большая разница есть. Ну, вот такой система идет. Ну, это их не проблема. Ну, то, что воевали, то, что я хотел сказать вам, дорогие мои. Военным людям нельзя быть посту президента. Кто военный, не обижайтесь. Старайтесь не идти туда. Потому что вы там уже застрянете. Ваш мозг уже будет работать по-другому там. Вы должны командовать, вы командующий, вы уже генерал. Нет, нет, это не ваше место, это дорогие военные люди. Дорогие люди, которые в сфере военных работали. Это не ваше место. Пусть это делает лучше актер какой-то, да, чем вы. Потому что он больше понимает, что надо делать. А у вас только один путь, один вперед, назад пути нету. У меня есть гордость, у меня есть честь генеральский, у меня есть офицерский честь. Нет, это ошибаетесь. Не делайте этого, пусть это делает кто-то другой. Учитель какой-то, кто-то там другой. Чтобы он не работал на военной сфере. Я этого хотел бы донести до вас. Где будет военные люди, там будет проблема. Не маленькие, а большие вот такие проблемы будут. Так что, дорогие мои подписчики и зрители, подпишитесь и поделитесь. Спасибо вам, кто остался со мной. До свидания, тот, кто рихи были, которые там деньгу ждали, убежали. И им до свидания. С такими людьми и ты никуда не идешь. Вот люди, которые вот поддерживают тебе, вот люди, которые поддерживали Зеленского от ноля до конца, вот будет что-то. А когда тяжело, тебе убегают, а когда тебе хорошо. Друг тот друг, когда тебе э, тяжело, он будет с тобой. Тот друг. А когда у тебя все есть, друг мой, это не друг. Это просто так халявщик. Вот и все. Когда тебе будет тяжело, и все они убегают. Я это собственными глазами видел. Собственными. Но здесь Белоруссия, президент Белоруссия, усложняют свое положение. Нахрен тебе нужен куда-то в лес, куда тебе не надо. Когда тебе не звали на помощь или что-то, да? Вот. Сиди тихо, посмотри, что будет дальше, да? Так что еще не поздно Лукашенко. Я думаю, сын Лукашенко в данный момент находится заложник Путина, там где-то. Короче говоря, он использует Лукашенко как резинку, да? Давай сделай так, говори так, пропаганда делай так, так. Но сын находится там, думай о сыне тоже, да? Вот так говорят. Я точно знаю, думаю о сыне тоже. Сын находится в заложнике там. Вот.
Еще что хотел сказать. Я хотел сказать, Лукашенко, господин Лукашенко, многоуважаемый самозванец президент, который сам себе избирал, это в голосами 90 чем процент или 80 чем-то процент. Я увидел здесь, встретил много белорусских людей, тоже там пацаны, ваша оппозиция. Вот. Я стараюсь тоже легально избранный президент Тихановский встретиться здесь. Я тоже есть о чем поговорить с многоуважаемым избранным, чисто народно избранным президентом. Я так понимаю, что тебе лучше, господин Лукашенко, сдаваться. Тихановская и команда избранный, который легально избранный президент есть, они обещают, у тебя один ус не будет падать. Ну, у тебя волоса нету, чтобы сказать, они обещают, у тебя один волос с головы не падает, да? Ну, они обещают, что у тебя один ус не падает. Ты будешь культурно судиться по закону Беларуси, а не застанешь под пинкой народа. Подаешь показания, нормально будешь сидеть, по-человечески тебе судить. Так что, если ты хочешь усложнять дальше, вот так продолжай. Я скажу так. Если не хочешь усложнять, то подумай. Свое. Но, дорогие мои друзья, бомбят, бомба идет, бьет. Большой нефтяной взорвали, били. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но все равно я заранее и сегодня, и завтра, и всегда поздравляю господину генерал Симусу Зеленский с победой. И все народы Украины поздравляю с победой. Вы действительно победили. И будем этот марш проходить вместе. И может прямо поменяем Красную площадь на площадь Степана Бандера. Поменяем это. Не Санкт-Петербург будет. Поменяем. Степан Бандера сделаем. Вот. Не Санкт-Петербург, а Степан Бандера. Все поменяем там, чтобы они поняли, кого искали. Я действительно, я слежу, тоже смотрю про Степан Бандера. Я не смотрю, как другие про него делали фильм. Я специально смотрю, кто русские как делали про него фильм, да? Потому что я понимаю, где русский убегает от чего-то, они стараются очернить. Действительно, он был нормальным мужиком, который, он понимал, русский всегда будет проблема. Поэтому он русских всех выгонял. Сказал, давайте, до свидания отсюда. Потому что будет время, ваши спасители у нас делают. Он четко и ясно понимал, что делает. Он был патриотом свою родину, создания своей независимой территориальности. Это каждый делает. Я в том числе делаю. Также хочу мой территориальный, собственный, частный, не был проблемным. Он стремился это. Путин тоже так же делает сейчас. Все люди, которые в политике, не только Степан Бандера, даже все европейские политики, они делают, идут на этот путь независимости, чтобы не было. А там русские не сидели тихо, а там русские тоже что-то делали, творили, что-то творили. Потом он сказал, давайте пошлите вы к себе домой тогда, дайте нам жить. Это реально. А почему там тоже были другие казахи, там тоже были, там монголы были? Почему других он ничего не делал? Почему других там живущих другой национальности Степан Бандера не трогал никого? Ну, кого трогал, тот были там были руссколюбители. Вот их трогал, вот их не давал ход.
Потому что они тоже хотели. Вот сейчас что делает? Сейчас хочет разрушить Украину и поставить марионетку русский, да? И потом с ним подписаться договор, и как будто они договорились, они будет Украина процветаться, да? Вот так. Русские тогда хотели вот так делать с системой Бандера. Ну, извини, не дали, потому что Бандера понимал, о чем идет речь. Так что смотрите тоже про Степана Бандера, и вы сами обсудите. Сами решайте, какой он был. Он был такой человек, который любил свою страну, который любил свою нацию, как сейчас русские нацики делают это. Русский, русский. Он тоже был вот такой, как и вы. Любил украинца, он говорил, Украина. Говори по-украински. Он любил свой язык, как вы любите свой язык, и пихайте везде, говорит на русский, русский говорит, там говорит русский, почему нет русский? Он тогда вот так, как русский был. Он любил украинский язык, размовляй украинский. Вот, он так был. Вот принимайте, как хотите. Он любил свою страну, он делал, что хотел. Так что поменяем Красную площадь на площадь Степан Бандера. Или центральная улица Москву поменяем на улицу Степан Бандера, и будет нормально. Всем салам алейкум, друзья. До завтра. Постараемся еще завтра быть в эфире с вами и обсуждать еще какие-то вещи. Про военный, который будет президент, конца будет вот такой. Вы можете писать свое мнение в комментариях. Есть таджики, которые русские сосатели. Очень любят русских. Вот вы тоже можете писать свои комментарии. А говорить я правильно говорю на русском с акцентом или это. Да я стараюсь донести что-то. Они сосат там сидят. Я донести до народу, до миру что-то. Остальные салам алейкум. До завтра. Скажем, подождите. Я последнее слово не сказал. Слава Украина! Героям слава! Живе Беларусь! Алдыға Казахстан! Озоди по Таджикистан! Иншаллах будет все. Хоккей.